Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных. Пожалуйста, вы слово просите, да? Да, пожалуйста, это, к трибуне. Еще раз здравствуйте, уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемый председатель. Я хотел бы дополнить ответом моих коллег в части Национального банка, в части, относительно которого были заданы вами. Да, мы при каждом издании нормативного правовых актов мы с бизнесом работаем, в частности, Союзу банков. Были у нас большие споры в части относительно несогласия бизнеса, банковского сектора в целом, потому что Союз банков, он выражает не только интересы коммерческих банков и платежных организаций, и платежных систем Кыргызской Республики. И с учетом того, что мы, обсудив всю положительные и отрицательные стороны именно этого, скажем, этой нормы, мы пришли к выводу и поддержали. То есть мы посчитали, что нет противоречий соответствующим нашим юридическим управлением, структурным подразделением. Почему? Потому что здесь было очень много, были заданы вопросы в части того, что какими способами, да, вот регулируете весь поток. Ну, один из основных способов это будет, вот есть пороговая сумма, когда превышает НДС выплачивать. Одна из основных сумм это и будет заключаться. Если, не соврать, коллеги, правильно? Если превышать будет пороговую сумму, которую НДС выплачивает, соответственно, он будет уже рискованный вид платежей. В рамках этого и в целом для стабилизации социально-экономической ситуации, кроме того, чтобы эта норма работала, коммерческие банки, с участием коммерческих банков и с участием государственного уполномоченного органа в области администрирования налогов было почти ежемесячно. У нас проводятся встречи с банками, чтобы именно в части интеграции банковской системы, именно их информационная система, то, что в этих нормах описано. Вот я хотел бы это вас еще раз об этом озвучить и сказать, что в целом в итоге после обсуждения всех вот этих наших работ с бизнесом, с учетом уполномоченного органа, то есть в частности государственной налоговой службы, мы посчитали, что данная норма не противоречит вышеизложенным вот этим нормам Конституции нашей республики. У меня все. Присаживайтесь. Это можно представитель налогового государства? Пройдите, пожалуйста. У меня к вам один такой завершающий вопрос. Вообще, есть, конечно, разные источники, которые, скажем, этими занимаются, ну, имеется в виду разные субъекты. И, вообще, каково сегодня состояние вообще теневой экономики? То есть понятно, да, то есть люди, которые, в общем-то, свою предпринимательскую деятельность, которая не, или, скажем так, ну, выходит за рамки налогового администрирования. Вообще есть какие-то у нас на сегодняшний день какие-то данные о теневой экономике, конечно? Вот в какой мере вы, например, охватывает налоговое администрирование, по-другому задам вопрос, да, потенциальных налогоплательщиков в Кыргызстане, то есть насколько все существующие виды предпринимательской деятельности являются субъектом налогового администрирования? Да. Относительно теневой экономики, но я могу сказать лишь с точки зрения налоговой службы, Да. с учетом наших контрольных мероприятий, которые мы проводим, да. Я вот хочу озвучить определенную статистику за прошлый год. Не, вот смотрите, да, я почему задаю этот вопрос. Только что, да, мы слушали представителя Национального банка, да, Да. то есть в банковской сфере существует определенный объем, скажем, денежного оборота, да, Да. денежного оборота. От любого денежного оборота какая-то часть составляет, разумеется, это деньги, которые, ну, скажем, которые имеют непосредственное отношение к предпринимательской деятельности, да, и вот, скажем, налоговый орган, да, который занимается налоговым администрированием. Да. Насколько охватывается, скажем, вот эти два? На сегодняшний день так. мы не видим движения этих денежных средств. Мы не видим просто. Как
Как заработает, это норма. Вот как раз таки в начале своего выступления я тоже отмечал, что налогоплательщик недобросовестный, не буду говорить о всех, Да. недобросовестный налогоплательщик может указать один счет, сам работает несколькими другими счетами. Пока у нас нету доступа к его другим счетам, мы не знаем о его денежных движениях, о его сделках. То есть могу отметить следующее. Добросовестный налогоплательщик сам отчитывается о своих доходах, о своей прибыли, сам предоставляет отчет, сам исчисляет налог и сам его оплачивает. Соответственно, ему скрывать нечего. А те, кто скрывает, это уже как бы выявляется в ходе налоговой проверки. Сейчас пока что мы не видим этих движений, этих денег через банковские счета. Как только эта норма заработает. Спасибо. Да. Присаживайтесь. Пожалуйста. Я хотел бы дополнить ответ на этот ваш вопрос. На самом деле, насколько уровень налогового администрирования сегодня достигла, до какого уровня ответить на этот вопрос очень сложно, но можно, скажем, Какие-то поговорить, выводы делать на основе о каких-то общих параметров. выводах или параллелях. Начну с самого простого. Сегодня практически более 50% всех наших граждан пользуются вот этими электронными кошельками, да, М-банк, О-банк и так далее. Ладно, граждане, мы провели контрольные мероприятия по субъектам предпринимательства, охватили 3500 субъектов, которые занимаются предпринимательской деятельностью, у которых одновременно есть счет предпринимательский и счет физический. И на эти счета они работают. Да? Это говорит о том, что из 3500 охваченных субъектов 3250 пользуются другими счетами. Это тоже уровень, на котором мы сегодня налоговую службу не можем добиться. Второй момент. Мы говорим о системе управления рисками и проверке только тех субъектов, у которых есть риски. Это ежегодно где-то около 3%. Мы проверяем порядка 20 тысяч субъектов рискованных, но неохваченными по тем рискам остаются еще более 700 тысяч субъектов. И эти 20 тысяч субъектов, ежегодно проверка этих 20 тысяч субъектов рискованных нам позволяет выявлять невыплаченные налоги более 30 миллиардов сумм. Нет, вот из 20 тысяч субъектов, извините, перебью, да? Какой процент составляет, у которых все равно выявляется, да? Выявляется вот недобросовестность, скажем так? 96 и более процентов. То есть 96 из всех выявляется. Это другой момент, о которых можно просто подумать о теневой части или той части, где нету налогового администрирования. И третья часть, это вот все вот эти механизмы позволяют нам администрировать, и буквально просто вот никаких новых налогов не было. 2021 год налоги мы собирали на уровне 78 миллиардов, мы сегодня собираем на уровне 200 миллиардов. И по итогам 2024 года примерно ожидается 235 миллиардов. Но с учетом опять-таки тех моментов, где нет доступа налоговой службы, где контрольные мероприятия выявляют, что большая половина субъектов работает на других счетах, мы предполагаем, что уровень теневой экономики остается достаточно высоким. Спасибо. Можно будет момент один Да. уточнить? Уважаемые выступающие, значит, надо представляться. Идет аудио. Я извиняюсь, Бекбулат Алиев, заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов. Что вы хотели? Я просто хотела, может быть, вы знаете ответ на этот вопрос. Технически, почему электронные кошельки сегодня, они же тоже банковский продукт? Почему на них невозможно отследить, как вы говорите, движение средств? Ну,
Технически на них возможно отследить, но мы же как раз предмет этого это обсуждаем, что насколько доступ будет представлен налоговой То есть службе. они Это будут, как они инструмент, будут вот в да? этом Это как взаимодействии, будет, да? инструмент. Спасибо. Всё, присаживайтесь.